Откровения, который начинается словами «блажен читающий, слушающий и исполняющий слова пророчества этого». То есть мы, очевидно, понимаем, что эта книга дает нам руководство и надежду. Итак, мы сейчас читаем вторую часть, то есть первая часть книги, это 1-3 глава, описывающая отношения Христа с Его церковью и ожидания Христа по отношению к церкви. И затем с 4 главы по 7 начинается первый цикл, который описывает время от пришествия Христа до вечности, до прихода второго Христа и вечности. Итак, мы сейчас с вами как раз изучаем окончание первой части, и уже мы обратили внимание на то, чем заканчивается первая часть именно в 6 главе. Это связано с тем, что великое землетрясение, которое посещает всю землю, ибо пришел, 17 стих 6 главы, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять. То есть вот заканчивается вот этот период здесь, и давайте посмотрим дальше, какое дополнение ко всему этому, то есть определенное дополнение идет дальше. Здесь говорится в начале о тех, кого Христос осуждает и изливает гнев, и здесь говорится одновременно, здесь говорится о тех, то есть суд и милость. Вот это два момента, которые идут рядом. И здесь говорится о тех, кто избранный Богом и хранимый. Итак, 7 глава с 1 стиха. «И после этого видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». То есть здесь мы видим 4 ангела, которые имеют власть, и они контролируют влияние бедствий на определенные стихии, части земли. Мы видим здесь земля, море, и дерево. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, мы здесь видим очень похожую картину, которая выходит из 9 главы Иезекииля. Вот как раз она выставлена в «Пище для души». Этот отрывок, где как раз говорится о том, что Бог в гневе на идолопоклонство среди своего народа, Он готовит истребление Иерусалима, и вместе с тем он, там говорится человеку, который называется песцом, что он должен поставить знаки на людях, скорбящих вот в этом, которые скорбят о том грехе, который поразил их страну, их, так сказать, их братьев по плоти. Вот их поразило идолопоклонство. И Бог говорит о том, что на их челах поставить знак, который должны видеть те, кто будут губить всех остальных. Они должны губить всех, начиная от
стариков и заканчивая детьми, и не должны трогать тех, на чьих челах знак, который поставит писец. Здесь мы видим параллельные мысли. Здесь речь идет о печати на челах рабов Бога нашего. Здесь очень важно, прежде всего, обратить внимание, что рабы Бога нашего – это кто? Это все те, кто избран Богом, независимо от того, какой нации он принадлежит. То есть речь идет о том, что есть нации и народы, и языки, так сказать, и это в особенности произошло после Вавилонской башни. Бог произвел это разделение на нации и языки, образовались автономные культуры, отделенные друг от друга. И здесь мы видим, что есть у Бога единый народ, у которого будет, у этого единого народа, который независимо от того, какой нации он принадлежит, у них все будет одно сердце. И все будут хотеть соблюдать, знать Бога, и все хотеть соблюдать Его заповеди. Вот на них ставится знак. Мы знаем, что говорится о запечатлении Духом Святым в Новом Завете, и что это запечатление, что оно гарантирует? Оно гарантирует то, что данный человек не отступит от Бога, что от данного человека не отступит Бог, он будет его хранить, и он приведет его в свое царство. То есть, как говорится, никакое творение не может его отлучить от любви Божией. И мы видим здесь, что с одной стороны 4 ангела, которые должны, здесь мы видим, они контролируют ситуацию бедствий, и они будут, так сказать, осуществлять проведение этих бедствий, вредить земле. То есть это все происходит по повелению Бога. То есть вот эти суды, которые будут изливаться на людей, эти суды совершаются по повелению Бога, и вместе с тем Бог хранит своих людей среди этих судов. И далее. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Итак, что такое 144 тысячи? Это 12 умножить на 12, да? Что такое 12? Вот вы уже заметили, что дальше будет говориться, 5 стих, из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Нужно ли буквально понимать это число? Вот свидетели Иеговы, например, они считают, что только 144 тысячи людей, так сказать, свидетелей Иеговы, спасется и будет жить вечно. Все остальные, так сказать, исчезнут. И именно это их понимание. Но мы уже обратили внимание на то, что язык книги Откровения – это язык символический, который выражает некий смысл. То есть 7 церквей не говорит о том, что в мире будет существовать только 7 церквей, больше ничего не будет. Это число 7, которое говорит о полноте церкви. Затем или 7 духов, 7 светильников, 7 очей, 7 рогов. 7 рогов. Вы видели, что это говорится о полноте. Число 7 говорит о полноте. Число 12. Вы уже видели, что у нас 24
старца были, которые 12 и 12. То есть, очевидно, 12 отражает полноту, так сказать, в частности, полноту спасенных Ветхого Завета и полноту спасенных Нового Завета. Да? 12 и 12, 24. И вот 12 тысяч, да? Что такое 12 тысяч? Здесь мы должны немножко сопоставить слово «тысяча». Слово «тысяча». Какое имеет значение слово «тысяча»? Вы знаете, что в 20 главе это вообще отдельный разговор. Мы его пока не трогаем сильно. Но в 20 главе будет говориться, помните, о тысячелетнем правлении, тысячелетнем царстве. Да? Вот. И мы все знаем это слово тысячелетие или миллениум на латинском. И именно вот это слово 1000 лет в Библии вообще есть такое понятие, что у Бога, да, один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. И именно вот 1000 это большое число, которое тоже отражает определенное длинное время. 1000. То есть Бог не говорит прямо, там, допустим, между первым пришествием Христа и вторым пришествием пройдет 2300 лет, да, к примеру, там, да, и в 2300 или 2000, там, допустим, 57-м, да, придет Христос, совершит суд и так далее. То есть Библия, естественно, также не говорит, что там какие-то определенные цифры. Библия говорит некими такими общими понятиями, которые сокрывают то, что принадлежит Господу. Давайте вспомним, что Библия говорит о том, когда придет Христос, через какое время придет Христос. Да? Ясно говорит, да? Сам Иисус говорит, что никто не знает, когда Он придет. Следовательно, промежуток времени между тем периодом, между тем моментом, когда Христос пришел первый раз, и когда Он придет второй раз, естественно, это сокрытая воля Божья, которая сокрыта от людей. Это знает только Отец Небесный, для Него это открыто. И когда люди об этом узнают? Ответ очень простой. Люди об этом узнают тогда, когда Христос придет. Тогда люди и узнают. Вот. И вот мы здесь понимаем, что вот это число, оно отражает именно время, 1000. Оно отражает время, вот это все, длинное время между двумя пришествиями Христа. И что значит 12 тысяч? 12 тысяч это получается количество людей, которые спасаются за вот это все время. Входит определенное полное число или полное число евреев войдет. Вот. И здесь мы видим от каждого колена, так сказать, по 12 тысяч. Это опять-таки образное число, а не какое-то конкретное число, что вообще евреев спасется. То есть мы не должны, это не будет разумно, если мы будем считать, что спасется всего 144 тысячи евреев, и больше никто из евреев не спасется. То есть это было бы очень странно, если бы мы так буквально понимали. Вот. Итак, здесь речь идет именно о полном числе спасенных, которое образно, так сказать, дано за все время, пока осуществляется это спасение. Итак, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч,
из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Да, еще, обрати внимание, почему еще ценно слово, вот это 12 тысяч, почему оно ценно? 12 тысяч, когда вы читаете, не просто там много, вот из колена Нефалимова спасено много людей, да? Вот, допустим, если вот так написано, то понятное дело, что здесь что-то такое неопределенное. Но почему написано вот именно 12 тысяч? Потому что этим самым Бог показывает нам, что Он совершенно ясно знает. Он абсолютно четко знает, сколько, из какого колена всех израильтян будет спасено. Он абсолютно знает каждого спасенного, которого Он избрал. Он абсолютно знает полное количество спасенных из каждого колена Израиля и из всего Израиля, сколько из народа израильского будет спасенных людей, которые войдет в его царство. Бог знает каждого по имени и сколько людей. Вот это конкретное число, оно нам тоже показывает, что Бог знает, познал Господь своих. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. То есть мы видим, здесь говорится о том, что Бог позаботится, чтобы все избранные были выделены, отделены, на них поставлена печать. То есть это значит, что все они будут призваны, все они будут оправданы, все они будут освящены и прославлены. С каждым Бог проведет необходимую спасительную работу, приведет его в славу. Каждого из своих избранных из Израиля. Обрати внимание, что дальше мы читаем. Дальше мы читаем, то есть вначале уделяется внимание Израилю, всем избранным, так сказать, Израиля, и здесь 12 колен, и дальше после этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. Обрати внимание, что если перед этим был суд, который предварял суд пришествия Христа, в пришествии Христа, который предваряет суд у Великого Белого Престола, то есть суд, который проходит на земле, то здесь мы видим описание в 7 главе милости к избранным. И здесь вначале говорится об избранных из Израиля, а затем говорится об избранных, которые из всех народов. И вот здесь говорится, что они стояли перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах. То есть здесь мы видим первая характеристика. Все они в белых одеждах праведности Христа. Откуда они взяли эти одежды? Нет, они их не сами пошили. Нет, они были выданы им Богом. Это подарок от Бога, белые одежды праведности. Затем с пальмовыми ветвями, вы помните, с пальмовыми ветвями встречали Христа. И, безусловно, пальмовые ветви, с одной стороны, символизируют победу, с другой стороны, пальмовые ветви, это как раз выражалось вот это осанна сыну Давидову, как вы помните, выражалось здесь прославление царя, который приехал нас спасти. Ну, и, конечно, эти люди понимали по-своему. Здесь уже эти люди понимают правильно своего царя и от чего и каким образом он их пришел спасти. И восклицали громким голосом, говоря: спасение. Обратите внимание, насколько это похоже на то, вот здесь замечательное сравнение, въезд Христа в Иерусалим,
как там тоже говорили, спасение сыну Давидову, да, вот, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Здесь, конечно, не имеется в виду, что Бог спасен, здесь имеется в виду, что Он дает спасение, и здесь имеется в виду, что Он спас нас от Бога нашего спасения, как Иона говорит, от Господа спасения. Он там в чреве кита находится, и он, наконец, начинает понимать очень важные вещи. От Господа спасения, он говорит такую удивительную фразу: спасение от Бога нашего, сидящего на престоле, и Агнцу. А все ангелы стояли вокруг престола, старцев и 4 животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему в веки веков. Аминь. То есть, почему спасены? То есть, здесь ангелы восхищаются, в общем-то, Богом и тем, каким удивительным образом Он спас народ, вот, всех избранных из всех народов, которыми Он наполнил небеса. И именно почему небеса наполнены этими славными, прославленными людьми, потому что Бог великий, и Он смог это совершить, несмотря на то, что они были падшими рабами дьявола, греха и смерти. Говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня: эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? И сказал я ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Вот здесь как раз мы должны задать вопрос: так кто там на небе? Там на небе находятся только люди, которые придут от великой скорби, которая будет в конце времени перед пришествием Христа, или там еще будут люди до этого? Это один вопрос. Второй вопрос: а насчет скорби? Скорбь будет только одна скорбь, а остальное все, что в истории, так сказать, человечества, особенно в истории церкви, там, как там насчет скорбей, да, в истории церкви. И давайте вспомним такую интересную фразу, которую наставляли апостолы, когда обходили, после первого миссионерского путешествия, они обходили церкви, и они наставляли, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. И когда вы читаете наставление апостола Павла, вы видите, что если с ним страдаем, то с ним и прославимся. То есть, обратим внимание, многими скорбями надлежит нам. Итак, речь идет о том, что Бог предопределил, что христиане освящаются через многие скорби. Бог определил скорби для своих людей, которые осуществляют, что они осуществляют? Они осуществляют осветительную. Помните, Иаков пишет: радуйтесь, когда упадаете в различные искушения, зная, что от это испытание веры, от которого происходит терпение и совершенство. То есть, обратите внимание, Иаков говорит: радуйтесь, что у вас есть эти скорби, потому что Бог через них делает вас совершенными во Христе Иисусе. Обратите внимание, это то же самое, что золото или руда, да? Руда, проходящая через огонь, из которой выходит чистое золото, а шлаки все отлетают. Вот, то есть это предопределенный
Богом способе. Вот мы видим, что естественно, что, во-первых, скорби. Мы говорили с вами уже, что скорби проходят в течение всей истории, скорби. То есть именно гонения. Если вы почитаете книгу Джона Фокса, вы увидите, какие страшные гонения и страдания проходили верующие люди в течение истории. Вот. И кроме того, разные бедствия, войны и так далее, концлагеря, все это, через что проходили верующие, в том числе люди, тюрьмы, гулаги, вот, в СССР и так далее. И именно здесь мы читаем, что есть вот эти скорби в течение всей истории, и есть и эти скорби, это прообраз, то есть, безусловно, для данного поколения это великая скорбь. Для данного поколения это великие скорби, и с течением времени эти скорби становятся более масштабными, охватывающими, так сказать, более широко. Вот сейчас, например, в некоторых странах гонения на христиан, да, но что говорит о будущем Библия? Библия говорит, что вы будете ненавидимы. Сейчас, если вы ненавидимы, допустим, вы ненавидимы в Ираке, в Афганистане, там, в Иране, в Индии, там, в Китае, допустим, и так далее. Вы христиане, вы там ненавидимы, но вас будут ненавидеть все народы за имя мое. Вас будет, то есть масштабы, с одной стороны, христианство распространяется по всей планете, с другой стороны, наступает момент, когда по всей планете распространившееся христианство становится ненавистным для живущих на земле всех народов. Все, которые принадлежат к семени змея, они ненавидят семя Христово. Итак, мы подводим итог здесь. Я сказал ему: ты знаешь, господин, и он сказал: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. То есть, прежде всего, христиане проходят через скорби в своем поколении. Сейчас, в наше время, мы проходим через те, которые нам Бог определил, скорби. И здесь мы читаем: они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. Омыли и убелили. То есть они нашли высшую драгоценность в крови агнца. Они в нем нашли своего господина, своего царя, которому они поклонились. Они не поклонились иным богам этого мира. Они не нашли оправдания в какой-то религии, в какой-то самоправедности, в какой-то человеческой мудрости. Они нашли оправдание, премудрость, спасение только в Иисусе Христе. Они говорили людям о том, что мы спасаемся только одним именем. Так как говорили апостолы перед Синедрионом, что нет иного имени, которым бы надлежало нам спастись. И обратим внимание, 15 стих: за то, что они перед народами, которые ненавидят Евангелие, которые ненавидят, так сказать, Христа, ненавидят оправдание верой, которые гордо претендуют, что они никакие не нищие, они богатые, крутые и продвинутые, и мудрые, и тому подобное. Вот среди вот этих народов они отстаивали, даже ценой своей жизни, они отстаивали истину об оправдании верой. Оправдание только Христом. И они прославляли Христа, а не себя. И проповедовали не себя, а Христа. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Здесь очень важно именно видеть, что в них обитает Бог, который есть жизнь вечная. То есть жизнь вечная — это не какая-то абстракция, не просто какая-то длительность, что это долго.
жизнь вечная – это качество, это сам вечный Бог, который обитает вечно. Если Он обитает в тебе, то ты будешь обитать вечно. Если Он не обитает в тебе, то ты не сможешь вечно обитать и вечно быть счастливым, разве что в аду, но только вечно несчастным, под вечным Божьим гневом. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. То есть здесь, опять-таки, безусловно, здесь дается образ. Здесь речь не идет о том, что агнец водит каких-то других агнцев на какие-то пастбища в буквальном смысле. Да? Здесь речь идет о том, что Господь, Он будет заботиться о своем народе вечно, о его вечном счастье, и будет содействовать полноте жизни вечной своего народа. Итак, мы сейчас закончили первый цикл описания времени от времени пришествия первого Христа до вечности. И дальше мы увидим, как это будет повторяться, но с разных сторон будет описываться вот этот процесс. Дорогой Святой Праведный Господь, спасибо Тебе за Твое чудесное слово, откровение, которое дает нам великую надежду, что среди всех бедствий, которые посылаются на этот испорченный мир, который воюет против Тебя, среди всех этих бедствий Твои люди запечатлены. Твои люди находятся под Твоим пасторским надзором. Ты знаешь каждого лично по имени, Ты знаешь обстоятельства каждого. И помоги нам, пожалуйста, чтобы это вдохновляло нас поклоняться Тебе с еще большей радостью, искать личного общения с Тобой, открывать Тебе свои переживания, понимая, что Ты лично знаешь нас, что Ты не только допускаешь в нашей жизни точно определенные испытания, скорби, но Ты также сопереживаешь нам, Ты понимаешь наши печали, Ты хочешь нам помогать проходить эти испытания достойно, чтобы мы могли вырасти в образ Христов и получить венец жизни. Благослови, пожалуйста, в этом каждого из нас, чтобы никто не унывал в своих скорбях, но радовался, что так должно быть, и что это лучший путь, определенный для нас и направленный ко благу. И Тебе пусть будет слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.